плавно раздвигаю все, вот я в брюшной полости. Лапароскоп должен проникнуть в самые недра, не задев при этом ни одного важного сосуда. Поэтому хирурги максимально собраны. Так проходит операция по сокращению желудка. Это мышцы, да, соответственно. На операционном столе 22-летний пациент из Казани. Он имеет избыточный вес, но не помогали ни диеты, ни упражнения. Выходом стала операция. За счет того, что желудок станет меньше, пациент будет меньше есть. Вес пойдет вниз. Мы пациенту после этих операций навязываем определенное пищевое поведение, и за счет этого пациент адаптируется к новым условиям, привыкает к ним. И наша задача, чтобы он сохранил эти привычки на всю оставшуюся жизнь. Параэктальная линия или чуть латеральнее. Пока идет операция, внутри операционных из колонок звучат уточняющие вопросы. Их задают другие врачи, эндокринологи и хирурги, которые прямо сейчас следят за процессом из другой комнаты. В вашей практике используется чаще легашу или данный инструмент? Вся операция транслируется в конференц-зал больницы. Здесь сидят татарстанские медики и следят за ее ходом в режиме реального времени. Вот в этом именно интерес этой конференции, потому что обычно происходят отдельные истории, когда хирурги сами по себе, эндокринологи сами по себе, а проблема, она мультидисциплинарная. Об актуальности проблемы говорят и цифры. По данным Минздрава, в республике зарегистрировано больше 40 тысяч пациентов с ожирением. Каждый год в 7-й горбольнице проводят по 15 таких операций. Еще одна из них сегодня пациенту весом под 200 килограммов. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.